Коми-Пермяцкая земля – родина пельменя. Это главный вывод серьезного научного исследования, проведенного пермским историком Павлом Корчагиным еще несколько лет назад. С тех пор местные скульпторы не оставляют идею создания памятника блюду, которое изобрели их предки, а сегодня ест вся Россия. И вот, наконец, удалось от мечтаний перейти к делу, рассказывает Дмитрий Буланов. На работе скульптор Валентина Ракишева пользуется поистине мужскими инструментами – молоток, резак, шлифовальная машина. Дома преображается, готовит еду для всей семьи. Одно из любимых блюд – пельмени. Тесто делает сама, фарш тоже. За день может налепить несколько сотен штук. Но сегодня вместо муки и мяса – кусок мрамора. Это совершенно две разные вещи, несовместимые: пельмени с теста и пельмени из мрамора. У коми-пермяков пельмень называют пельнянь. Пель – ухо, нянь – хлеб. Получается хлебное ухо. Это национальное блюдо. Начинки бывают разные – мясо, редька и даже пестики, молодые побеги хвоща полевого. Но независимо от того, с чем пельмени, это обязательное блюдо любого праздничного стола. Кроме того, недавно ученые доказали, что впервые пельмень придумали не в Сибири или Удмуртии, а именно на Коми-Пермяцкой земле. Поэтому авторы и задумали такой необычный памятник. Очень большой смысл для коми-пермяков. Это же ритуальная пища была у коми-пермяков, и поминальная, и сейчас она до сих пор. Вспомните, все праздники, все обряды, все поминки у нас без пельменей не проходят. Статус пельменя так высок, что памятник ему планируют установить в центре Кудымкара на аллее Кудымоши в одном ряду с легендарными и мифическими героями коми-пермяцкого эпоса. А пельмени тоже надо, потому что пельмени это наша коми-пермяцкая печь, наша история, это история предков. Это все нужно. Перед скульпторами стоит непростая задача: на камне изобразить все элементы пельменя, чтобы он был точь-в-точь похож на те, которые буквально за несколько секунд получаются у местных хозяек. Слепить из мрамора ушки, чтобы защипы были похожи, наполнение было видно. Пока не определено название будущей скульптуры, и каждый может предложить свой вариант. Для этого нужно обратиться в этнокультурный центр. Скульптура будущего пельменя будет в форме полумесяца, не круглая. Это специальная задумка авторов, чтобы на нем можно было посидеть и сфотографироваться. Впереди еще много работы, но закончить хотят в середине августа. А вот дату официального открытия скульптуры пока назвать никто не может. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь.